так делают. Да. Даже отбивают. Котлетки напоминают формы сердечка. СССРовский стандарт такой, со столовки, так ведь? Прям пышный. О, все. Ох, мне прям полный рот слюней от этих котлет. Всем здравствуйте, друзья. Всем привет. За рулем Маша Олеговна. Мария Олеговна делает сегодня котлеты. Я по традиции уже поснимаю. Смотрите, с чего там, что там будет в котлетах. Соответственно, мясо. Где-то, наверное, сколько там? Килограмм-то 2, наверное, или 1,5 точно есть. 2 нет. Ну, 1,5, скажем. 1,5. Там как бы не выбирали там мясо специально для котлет. Там есть шейка, есть и брюшина там, и все вместе. Ну, для жирка еще есть такое. Вот. Потом картошку Маша начистила. Лук. Хлеб. И будет пропускать через мясорубку это все дело. Потому что сейчас она ждет, пока я закончу свою болтовню, потому что это громко будет. Вот. Ну, начну. Да, что? Это уже я, друзья, что там снимать-то не буду. Там постепенно мясо, картошка, мясо, лук, мясо, хлебушек. Пропустили наше мясо. Вот такой фарш. Он такой пока не однородный. Такой надо перемешать много раз. Что сюда обычно пойдет? Маша, черный перец обычно. Тут лишних приправ тоже не нужно. Достаточного черного перца. И вот у нас еще свежемолотый такой. Ну, думаю, не очень тоже, чтобы... Некоторые кладут чеснок, но мы обошлись только чисто луком. Лук и перец. Соль, лук, перец. Вот. И для того, чтобы котлеты были мягкие, сочные, Маша всегда добавляет молока. Вот. Это уже Маша, она как бы не первый год котлеты это делает. И у нее мама так делала постоянно. Она в Котлапунте работала, и Маша сама тоже в садике поваром работала. Еще. Я не знаю, некоторые крадут манку, капусту. Но мы стараемся как-то вот так. Чисто, да. Мясо, ну, ложим, что крадем? Хлеб, как уже показал, и картошку. И все. Никакую манку сюда. Некоторые даже капусту кладут, чтобы котлеты сочные были. Но думаю, всегда делали еще и тоже без всяких капусты, без манки. Но манку многие кладут, я знаю. Но мы этого не делаем. Однако котлеты также получаются очень пышные, нежные и сочные. Уже посолила, да? Видишь? Фарш должен быть такой мягкий-мягкий. Долго надо месить его, и он будет мягкий. Отбить даже можно. Вот так делают. Да. Даже отбивают. Это по классике уже идет. Не жалея силы рук, надо это месить, отбивать, месить, отбивать, месить. Тогда
котлеты будут сочные и нежные. Делаю котлеты. Или фарш на порции уже. Ну вот такие, смотрите, не формированные, а просто на порции такие. Быстренько Маша разделяет, так тюк-тюк-тюк-тюк. Берет такой комочек. И с этого комочка равномерно а потом уже с этой формы уже будет, ну, с этих, так сказать, заготовок будет делать уже формировать котлеты сами. С панировкой и все такое. Такой нехитрый процесс. Но очень вкусный. Аромат стоит. Даже мясо, сырое мясо, но все равно ароматно так уже. Ну, как уже говорил, вот из этих заготовок, вот Маша формирует котлетки такие. Котлетки напоминают формы сердечка. Это уже стандарт. Такой стандарт, это СССРовский стандарт такой, со столовки. Так ведь, Маша? Да. Вот. Правильные котлеты должны быть такими. Если вот стандартные. Так, один конец заостренный, другой немножко приплющен. Ну, как сердечко получается. У меня лопатки нету, так как лопатка это быстро делается. Ну, руки Маши лучше лопатки. И, друзья, все это у нас идет вот на какой-то, на такой лоток у морозильника. Вот сюда будем забивать один слой, потом еще, если не поместится, сверху уложим пленочку и вторым слоем. Вот так потом и вот так потом и дальше всех вот этих товарищей, друзья, в морозилку. Сначала форму придадим и в морозилку. Вот смотрите, у нас один ряд полностью в этом лотке, и вот Маша там просто пакетики, фасовочные пакетики полиэтиленовые ложим, чтобы они не это самые слиплись. И по второму ряду тоже так будет Маша класть. О. Также будем укладывать все. Процесс не хитрый, однообразный. И Маша вот занимается. Ну смотрите, Маша уже заканчивает, и смотрите, уже она автоматом уже сказалось. Параллельно уже там поставила котлетку на сковородку. Сейчас будет обжаривать эти котлетки уже.
сразу, чтобы вам показать, какие они сочненькие и вкусненькие. А, смотрите. И уже сразу запахло таким ароматом, ну, котлет, жареными котлетами. Ой, вкусно так. Ну, думаю, дело это не хитрое, и все хозяйки, конечно, знают. Ну, просто я вот решил поснимать. Поснимать, показать. И на видео под комментариями многие напишут, кто-то делитесь своими секретами, какие-то, может, что-то еще добавляете. Может, там свои хитрости, прилепки для сочности. Вот Маша, ты говоришь, что как, говорит, вкусно, ароматно пахнет. Ну, конечно, свои котлеты. Это вообще ни с чем не сравнимо с магазинскими. Все, смотри, Маша закончила все наши формы уже. И там лоток полненький, а там будем, там уже жарятся еще котлеты. Это пожарю еще остальное, чтобы... Это тоже вот 3 штуки пожаришь, да? Угу. Это мы будем уплетать с молоком и просто с чаем за милую душу. Все, наши котлеты готовы. Сейчас потом пожарим и попробуем. А вот этих ребят, друзья, морозилку про запас. Переворачиваем котлеты. Такие у меня они пышные. Такие пышные, мягкие. Прокаливаю, чтобы вода изнутри вон вытекла. Лучше прожарились, чтобы открыть котлеты. Пробуем, друзья, наши котлетки, там, которые уже, ну, пожарились. Вот смотрите как. Мягенько так. Вилка вошла. Все там прожарилось, смотрите. О, ну-ка нажми вот туда вот на котлету, вот, которые большой кусочек, который. А смотрите, какой он пышный. О, все. Ох, мне прям полный рот слюней от этих котлет. Вкусно ведь? Как будто я сам делал. Ой, не могу, ребята. Маша все сделала, я только болтал, а как будто я сам делал. А, котлетка такая. Ты сказал? Маша так аппетитно есть. Дай мне кусочек тоже. Я уже не буду от камеры отрываться. Дай мне кусочек, пожалуйста. Такая настоящая домашняя котлетка. Вот это да. Друзья, я за кадром чавкаю. Чавкаю и чавкаю. Потому что очень вкусно. Ну, мы котлеты снимаем, да, сразу и проверили. Вот немножко пожарили сразу. Да, еще на второй глаз, чтобы не одноглазым быть. Жаль, молока нету. Я с молоком люблю кушать. Ой. Друзья, вещь. Это вещь. Вообще вкуснота. Прям очень вкусно, друзья. Вот так. Никаких манки не надо. Ни капусты. Ну, кому как, конечно, нравится. Да, не будем настаивать ничего такого, не будем никого учить. Просто мы показали, как мы делаем котлеты. Без манки, без капусты, без ничего. Чисто мясо, немножечко картошки сырой и немножечко хлебушка. И перец из приправ, перец и соль. Все, больше сюда ничего не надо. Вот такие нежные, сочные, вкусные
аппетитные котлеты от Марии Олеговны. Спасибо тебе, Маша, за очередную вкусняшку. Вот так. Ну, а на этом будем заканчивать этот короткий ролик о котлетах домашних. Все. Всем пока, друзья. И, как говорится, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Пока и до новых рассветов. Что скид котлеты? Я сам знаю, что что скид.